Я бы сказал так, что суть этого обращения, и не только этого, есть еще обращение абхазской интеллигенции к послу, там много подписей было собрано. Суть обращения – построить диалог с российским посольством. Для чего нам нужен диалог? Мы представляем, что та информация, которая сегодня у посла, она от политических источников, властных структур, она однобокая. Мы сделали так и делаем предложение еще раз послу построить диалог, чтобы он знал и нашу позицию по всем ключевым вопросам абхазо-российских взаимоотношений, внешней политики Абхазии. Поэтому были эти обращения, и, к сожалению, я из ответа посла не понял, он готов к диалогу с оппозицией, гражданским обществом для того, чтобы мы могли напрямую излагать свою точку зрения. Это процесс. Я не теряю надежды, что мы все-таки сможем построить диалог и разъяснять свою позицию в личных встречах, в личной беседе. Нужно это потому, что вот сегодня, прямо используя трибуну силовых структур в Сухумской прокуратуре, президент решил находить врагов в Абхазии и говорить о том, что существуют какие-то силы в Абхазии, которые антироссийски настроены. Не приводя никаких аргументов, не приводя какое-то обоснование, он избрал такую тактику. Все, что говорится в оппозиции, в обществе, в гражданском, не принимается какие-то инициативы президента, он их сразу окрашивает в антироссийский цвет. Это неправда, это вредит нашим взаимоотношениям со стратегическим нашим союзником. В своем ответе посол Шургалин подвергает сомнению эти факты задержания российскими таможенниками, о которых заявляют граждане Абхазии. Какое впечатление на вас это произвело? И то высказывание посла в адрес Эммы Ходжава, например, где он указывает ей на то, чтобы она имела в виду, что может быть иск о клевете. Вы тоже заявляли о задержаниях на границе. Какое впечатление на вас именно вот эта часть ответа посла Российской Федерации произвела? Вы знаете как, вот такой вот агрессивный ответ, он еще раз убеждает меня в том, что посол неправильно информирован, недостаточно информирован. Значит, мы все-таки должны каким-то образом выстраивать отношения и вести дискуссию, вести нашу работу. По обоснованию своей позиции мы должны продолжать. Я бы не переносил, как это пытаются делать наши власти и посол, на личности. Это слишком стратегически важные для нас вопросы о взаимоотношениях Абхазии и России для того, чтобы их переносить на личности. В этом, я думаю, большая ошибка. Ни в коем случае нельзя переходить на личности. Я считаю, что это опять деятельность наших властей, нашего президента приводит к тому, о чем я всегда говорил, о том, что президент подставляет весь народ. Он проводит политику, в котором он сам лично заинтересован. И если он встречает противостояние в обществе этим его инициативам, он подставляет свой народ, переводит его в другую совсем политическую плоскость. Шургалин представляет нашего союзника, и мы должны вести с ним диалог. Я не увидел в письме, чего я ждал, шага навстречу. Если в чем-то, условно говоря, мы ошибаемся и так далее, пусть нам скажут, пусть предъявят факты. Поэтому альтернативы этому нету. Мы должны продолжать общественную, открытую работу для того, чтобы объяснять свою позицию. Ливан, в том случае, если не удастся выстроить такой вот диалог, о котором вы говорите, с послом, как вам кажется, какие у этого могут быть последствия, чем это может быть чревато для Абхазии, для общества? Ну, вы знаете как,
даже если не удастся выстроить диалог с послом, это не испортит наши стратегические отношения с Российской Федерацией. Это всего лишь частный человек. Я бы не стал здесь драматизировать ситуацию. Это помешает, мне кажется, его личной карьере. Посла, который не смог найти с людьми, которые доброжелательно относятся, которые являются союзниками России, и вся их работа направлена на сохранение вот этих взаимоотношений и продвижение интересов Абхазии, это и интересов России. Я думаю, что здесь будет вина и нашей власти, которая, вероятнее всего, настраивает посла против оппозиции, против гражданского общества в Абхазии. Поэтому в глобальном смысле ничего не поменяется. А внутри, я думаю, это большой минус, опять же, власти и самого посла. Понятно, что власть и оппозиция находятся в постоянной конфронтации, в постоянном противостоянии. И для того, чтобы определить истинные намерения тех или других, надо выслушивать обе стороны. Я думаю, это всего лишь люди, которые сегодня занимают какую-то должность, завтра будет другой, который будет выслушивать. Ничего трагичного я в этом не вижу.